Встань быстро, руки на стену! Давай, собирай колбы. Руки на стену, отвернули! Игорь Иванович, я говорила, Влада закрыли, в наш день пришли, а тебя закрыли все. Теперь наша очередь на пипец. Да, Ларисочка, как-то странно. Добрый день, блядь. Игорь, что такое? Тебе не дозвониться. Сергей Владимирович, здравствуйте. Ларисочка, опусти руки. Ну, Сергей Владимирович, что на этот раз? Свадьба, день рождения или просто погуляли? Какое погуляли нахер, блядь. Мне пи***ц. Меня завтра с докладом президенту вызывают. О, так, Ларисочка, готовьте капельницу, а сюда срочно стакан коньяку. Хорошо. А капельница зачем? Кому? Капельница для меня. А Сергею Владимировичу еще порежьте, пожалуйста, лимончик и шоколадку. Так. Быстрее коньяк! Дышим, 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 дышим. Держите его, держите, сейчас будет коньяк. Лариса, скорей! Привітання, дороженькі, у ефірі Хайтак ТВ. З вами Михась, Катерина и Денис так само. Привет. Привитание. Так, Гриша, в Киев я тебя звал, ты не приехал. В Харьков я тебя звал, ты не приехал. Одесса, Гриша, прекрасная весенняя, практически летняя Одесса. Гриша, смотри, я сейчас гуляю по улице Ришельевской. Дюк де Ришелье. Дюк, Гриша, означает герцог. Я вот подумал, хватит тебе уже обходиться как-то медальками, грамотами, благодарностями. Пора тебе тоже взять титул. Возьми себе титул герцога. Дюк. Хорошо звучит. Григорий Озаренок Дюк. Длинно, правда, можно покороче, исключительно инициалами Г.А. Дюк. Красиво, Гриша. Правда, Гриша, тут есть одна проблема. Смотри, Дюк де Ришелье был генерал-губернатором, то есть человеком военным, заслуженным. Но из тебя какой военный, скажи мне на милость, а? Предлагаю, ты у нас будешь мирный дюк. Мирный дюк Григорий Озаренок. Это и по-английски красиво будет звучать, а, Гриш? Соглашайся. Гришань, мирный дюк. Теля з літерою Z на спині і V на голові народилася у Росії, у Тарусском районе. А, слухай, так это цуд. Гэта цуд Божий. Цуд Божий адразу, що там ён стаў знакамітасцю. Это, ведаеш, у старажытных египтян был Апіс, ему там поклонялись, може быць, і зараз паломніцтвы ў гэтай Можа кароне быть, слухай, ходяць. тут гэты Голубев, глава таких администрации Тарусского района Михаил Голубев сказал: смотрите, кто у нас в Тарусском районе родился. Ах, настоящий мужик. Ну, как-то он это, так он это определил сразу. Защитник, воин, що з Z. Я не ведаю, як у газеце зразумелі, што ён сказаў слово защитник. Про Z, ну гэта, ну неяк ужо, можа, защитник, воин. А для сельских жителей Пахвіснева, он просто патріот. Такую ему дали мянушку. А што з ім будуць рабіць потым з гэтым патрыётам? Ну, усе ведаюць, што робяць з целят. Ну, што робіць? Ну, гледзячы свяшчэннае яно. Вось я і думаю, яно ж свяшчэннае. Яго нельга так прырэзаць. Гэта ж будзе амаль замахам. Скандал. Гэта замах на дзяржаўныя сімвалы. Так. Разумееце? На два. На два. Мужик. Ну. Таму яго трэба будзе што? Муміфікаваць? Я Ну думаю, так. Альбо. Вяртаемся да старажытнага Егіпта. Так, вяртаемся. Альбо далучыць да ліку святых. И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. А ты им дай прикурить, товарищ старший сержант. Уходит рота вперед, товарищ старший сержант. И на Рэмбо. рассвете вперед. Коля, А? я список тебе сделала, что надо в этот раз с Украины привезти.
На, Давай. посмотри. Блин, Галя, Галь, Что опять? ну сразу опять плазма. Ну опять, что? ну куда их девать? Смотри, у нас вот плазма, вон. Ну сколько что? можно этих плазм? Ну и что, Коля, ты что тупой? Ты что, не понимаешь? Я вот тут включу РТР, вот тут я включу НТВ, тут я включу Россия-1, а вот тут вот у меня Rush Today будет. Я же современная девушка. Я из разных источников информацию черпаю. Блин, Галя, ну я думал в этот раз сыну что-нибудь привезти, там, ну что-нибудь такое, ну там планшет, например. Он в этом году пацан заканчивает школу, ну Галь. Ну, планшет, я не знаю. Ну, планшет, ну, если такой хороший планшет, большой, красивый, это нормально, хорошо. Ладно, плазму вычеркиваем. Ну все. Ну и телефон. Ладно. Все, привезу. И на рассвете вперед уходит рота солдат. Только в этот раз не задерживайся. Я задолбалась уже тебя ждать постоянно. Возвращайся быстрее. Одна нога здесь, другая там. Ладно, Галчонок, Галочка, все сделаю, как просишь. Одна нога здесь, другая там. Все. Пока. 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 И на рассвете вперед ходит рота солдат. Войдите открыто. Здравствуйте, Почта России, меня зовут Прохор. Дулина Галина Вячеславовна, да? Да. Значит, вам пришло почтовое извещение на Почту России, вам надо забрать посылку. Значит, там планшет 7 дюймов, 2 микроволновки, стиральная машина, мультиварка, плойка, ноутбук, вытяжка и плазма. Все это можете забрать в отделении Почты России по адресу площадь Ленина, 2. Так, я не поняла, забрать? Мне самой забрать? Да. А вы что приперлись-то? Ваш муж еще кое-что заранее сразу оставил. О, Коля хоть раз подумай. Что это? Не знаю. Сказал, что теперь ему это пригодится. До свидания. Коля, твою мать. У России, а дакладней у Новосибірску, прайшоў конкурс афармлення месцаў пахавання. Я не ведаю чаму, але ўдзельнічалі ў конкурсе толькі 3 каманды, прычым абсалютна з рандомных нейкіх гарадоў: Севастополь, Омск і ўласна Новосибірск. Перамог Новосибірск. Дарэчы, у мінулым годзе таксама быў конкурс, ты ў курсе, яны тупа магілы капалі, а ў гэтым годзе ўжо левел-ап прайшоў. А что яны там, типа, самое глубокое? На хуткасць капалі магілы. Да чаго гэта? Да чаго гэта ў Расіі так А я табе трэніруецца? пакажу. У іх жа Еўрабачання не было. Яны, па-першае, не паехалі туды, а па-другое, не трансліравалі гэта Еўрабачанне. І што рабіць? Што рабіць Класіся ў зямлю сырую? Не, за гэта? ну, некія свае ўласныя конкурсы абвяшчаць, Может быть. А ладзіць. я думаю, что все не так просто, Катерина. А я зараз скажу тебе, Катерина, чаму у России тренируется ось копать шмат могилов. І Не дай Боже, ўпрыгожваць іх. не дай Боже, конечно, але есть такая логичная последовательность. Глядите, АвтоВАЗ готов выпускать автомобили без подушек безопасности и антиблокировочной системы. Ну, То бок, правильно. ну, чтобы правильно, будучи да. ездить. Навошта? Ты калі-небудзь бачыў гэтую падушку? Я вось не. И может быть, и я не ўвогуле снуе, так, да, не это снуе. фейк, ребята, это фейк. Это давно все маломальско образованные ученые уже давно все раскрыли. Все подушки мусят быть в спальне, а не там. Навошта вам подушки в машине? Чым вы збіраецеся займацца ў гэтых машинах? Карацей, так, карацей, бачна, что калі не будзе подушек, не будзе нічого, потым і руль упразнят, і гэтыя педалі, а зачем все гэта? І потым, я ж кажу, на конніку Перасядзем на вазы. Ну і все, будзе все як раней. Ну, Ну і скрепна. Скрепна. Росрыбалоўства заявила об дефиците белой бляхи для консервов. Росрыбалоўства заявила о дефиците белой жести. Бляха по-беларуску жесть.
Тара падаражэла до 80%, з-за гэтага таксама ўсе кансервы ўзляцелі ў коштах на 30, нават на 40%. І ў сярэднім, ведаеш, раней шпроты каштавалі 70 расійскіх рублёў, а зараз ажно 120. У сувязі з гэтым пытанне. Вам што, жэсці мала? Жэсці мала вам, вражкі, у вас там Путін, Рагозін, Лаўроў, хто там З яшчэ? іх кансерваў можна нарабіць, ведаеце, вельмі шмат. Да, яны проста прадукуюць жэсць. В сувязі з гэтым і па-беларуску можна выказацца. Бляха, што вам там жэсці не хапае, бляхі? Слухай, наконт цэнаў. Ну, растуць цэны. Ну, І вось нехта напісаў, не нехта, а нехта рэальна хтосьці напісаў некі торговы цэнтр, нешта там у магазин. Типа, чаго у вас там вось сёння 70 рублёў, а завтра 220? И ему отказали. Уважаемый клиент, отвечаем на вопрос, почему мы подняли цены. Когда доллар не вырос и не опустили, когда доллар упал. Разумеешь? не, яшчэ раз. Еще раз. Доллар подрос, цены подросли. Так. Доллар упал, цены застались як ранее. Ага. Ему тлумачить. Сейчас основной валютой стал рубль. Поэтому, когда рубль вырос, выросли цены. Ой, класс! Надеемся, мы ответили на ваш вопрос. Всего вам наилучшего. Карацей, вось так. Ну, а чему, калі ў России был доллар основной валютой? Да заўсёды, по-моему. Заўсёды у нас был. Это у нас заўсёды, гэта а там было конвертер у хіба голове. па-іншаму, ты што? Не, яны ж такие все. Ага. Слухай, так это вельмі выгодна. На гэтым можна цэлую эканамічную тэорыю пабудаваць. Ну-ка. Ну, ва універсітэтах яны ж там вывучаюць штосьці кшталту эканомікі. Не, гэта як подушки, это всего не існуе, Катерина. Это просто Это фейки. некие циферки, это что-то про котировки, это просто от руки Ага. пишут. Зразумела. Добра. О, владыка Хламидий, приехали так... Приветствую, приветствую, Приехали. Машка Люцифера. Простите, задержался. Ничего, опоздали, конечно. Алтарники поди чего-то в кадилу подсыпали. Вот это был приход. О, смотрю, владыка, машинка у вас такая новая, не такая, как в прошлый раз была. Бросьте, матушка, все пустое. Уже 8 лет собираю на приход, хватило только на Мазерати. Ну, что сказать, беда. Смотрю, телефончик у вас новый такой какой-то. Запомни, матушка, священник должен быть богатый, ибо тогда его тяжелее совратить этим всем мирским. Понимаешь, раньше, когда я был молодой, всегда мечтал о велосипеде и молился. Но потом я понял, как это работает, и просто украл его. И начал молиться о прощении. Современные проблемы требуют современных решений. Ну, владыка, времени мало, техники освещать много. Веди. Пойдемте. О, а ты знаешь, что это такое? Это баллистическая, межконтинентальная, угрожающая всему этому, прости господи, Западу ракета. Сатана долетает даже в самые далекие аналы этих наших неприятелей. А вот это, батюшка, посмотрите. Знаете, что это Так такое? это ж глаз радуется. Это нагибатор Overpro 3000 плюс Evolution Soccer 6. У меня такой World of Tanks был, пока окаянные аккаунт не снесли с этими санкциями. А вот это, батюшка, знаете, что такое? Откуда я знаю? Это, батюшка, самое страшное оружие. Стирает все с лица земли, стирает даже грехи. Демилитаризирует. Русифицирует. Денацифицирует. Фицирует. Зефирка. Ух, название больно страшное, додумаются же черти. Пойдем отсюда, вот, скорее. Еще, батюшка, мы долго думали, как, так сказать, подбодрить наших ребят, поднять их боевой дух, так сказать, и придумали. Надо еще одно заведение посетить.
Это? Это? А вы, батюшка, сколько выпить можете? Ну тут зависит. От чего, батюшка, зависит? Дома, аль на воздусях? Ну, на природе, батюшка. Тут тоже зависит. От чего зависит-то, батюшка? С закусью, аль без? С шашлыками, батюшка. Тоже зависит. Владыка, от чего зависит-то? Своя компания, аль чужая? Да с друзьями. Тоже зависит. От чего зависит? С блудницами, аль без? Ну, батюшка, с блудницами. А вот это мы сейчас и посмотрим. Я б сказала, што у нас у студыі сёння госць, але мы не маем студыі, і наадварот можна сказаць, што мы сёння ў гасцях у мастака і знакамітага пранкера, дарэчы. Уладзя Бохада. Прывітанне, Уладзь. Добрый день. Ты з'яўляешся аўтарам усіх гэтых карцін, які мы бачым, правильно? Да. Як табе ў галаву ўвогуле такое прыходзіць? Ну, изначально это был какой-то выхлоп скорее, когда еще до 2020 года те, кто готов был говорить, были в меньшинстве, да, то есть, ну, я и с партиями знаком, с профсоюзами, когда ты пытался что-то донести, и как-то вот не получается, ну, это был такой своеобразный способ, так, можно сказать, дать выход энергии? Да, да. А ти створаєш ось свої твори як у емоційному стані, узбудженому, чи таке холодно? С холодной головой, По-разному. с горячей. Есть отдельные, которые именно на эмоциях мысли выстреливают, некоторые с какой-то, ну, некоторые, даже большая часть, наверное, я где-то на протяжении, может, недели иногда внашиваю концепцию, как это все в виде образов, символов подать, и уже, ну, вообще по-разному. Ты той самы чалавек, які ў свой час зрабіў рассылку, так, па школах. В одну школу тогда. І прымусіў настаўніц, што там зрабіць? Што яны зрабілі? Я представился координатором диалоговых площадок по обсуждению Конституции, и вот их собрал на обсуждение. Яким ти тоном гэта казав? Ти можеш просто зараз якби трошки... Ну, я такой вот этот чиновничий язык подобрал, то есть примерно, я в школе работал, примерно я помню, как вот это все составляется. Ну и да, я же прекрасно знаю этих людей, что они. Ну, сейчас, я так полагаю, там верификация уже какая-то. А як гэта ў галаву ўвогуле прыйшло табе? Ну, вообще у меня просто, так скажем, старый счет со школы, потому что, ну, я уезжал экстренно. Но я просил, что ну давайте вот как-то так с трудовой книжкой, еще с чем-то. Мало того, что напрочь отказались, еще директор постоянно обрывала в милицию телефон, и вот ко мне по адресу регистрации там периодически либо звонили, либо приходили, все меня искали. То есть, ну, не могла угомониться. Это помста, короче. Отчасти, да. То есть много целей объединенных. Другое, я просто смотрел тогда вот эти обращения, когда он же там обращения как раз, и вот, как трудовые коллективы эти там внимают этому. Я такой думаю, блин, хотелось бы знакомые лица увидеть. Да. Ну и другое, это я даже не столько это пранк, это все-таки как художники, это такая художественная акция. Ага. Перформанс. Такой акционизм именно. Ну, это что-то какой-то с моей стороны акционизм, с их стороны перформанс, да. Потому что я знаю этот кабинет, в котором они были, и знаю, что там по-другому все стоит. То есть они размышляли, как им поставить экран, где им флаги разместить. То есть они включились в творческий процесс. А Да. ти не відчув ось таку спокусу улады, коли ти по телефоні Да, розмовляєш? я потом в Инстаграм сторис выкидывал, да, типа, мол, знаете, кто тут босс, что-то такое. Ты не хочешь зрабіць пранкі такой постоянной своей традицией? Ну, есть некоторые размышления на этот счет, да, просто я так понял, после того, как это, ну, я не думал, что это так разлетится на самом деле, после того, как это уже появились последователи, у них же уже все-таки, полагаю, какая-то вот верификация имеется.
Вот. Тем более некоторые на дилетантском уровне, когда там призывали сразу на митинги в центр города, ну это так, слишком толсто, тут нужно к такому Деликатно. подготовиться. Ладь, у нас до тебе велізарная просто просьба. Калі раптам ты созреешь до якога-небудзь чарговага пранку, наша вся команда хай так з велізарным задавальненнем далучыцца. Разглядай нас як патэнцыяльных партнёраў, тому што ты экстрэміст, напэўна, мы Нам экстрэмісты. трэба трымацца разам. Так, Все так, мы будзем вместе разам. экстремисты, да. Дзякуй вялікі за тое, што знайшоў час, прыйшоў, паказаў нам свае карціны. Так трымаць, жыве Беларусь. Хочу рассказать про то, что белорусскую бабку признали историко-культурной спадщиной. Ты маеш на ўвазе дранькі. Стравы Не з баб- таркаванай Ну, бульбы. яны называюць это беларускамі, это бабку чамусь, Не, не дранікі. Не, стравы з таркаванай А, бульбы. добра, добра. Все, і дранікі, і бабку, і кішку. Агулам, нават. агулам. І ну гэта наша галоўная культурная каштоўнасць, я так разумею, Ну, так? конечно. Ну не гэтай ж кніжкі, якія вось зараз пазакрывалі крамы, закрываюць кнігі, зноў жа Орвелла, здаецца, забаранілі. Вось не гэта ж наша гісторыка-культурная каштоўнасць. А што наша гісторыка-культурная каштоўнасць? Зараз пакажам. Вось усё бачна на гэтай выяве. Гэта Чашнічскі раён, вельмі улюбёная мной вёсачка Белая Царква. Вось там менавіта такая шыльдачка вісіць. І яна ўсё вельмі красамоўна выяўляе, тлумачыць. Што у нас гісторыка-культурная каштоўнасць? Владимир Путин кожны дзень няспынна дбае пра людзей і пра мір. Ён і не спіць, ён і не есть самотны, ён як Эверест, наш кумір. Мы за Путина горой, ён галоўны наш герой, і ў шэрагу яго сяброў і Лукашенко і Рахмон. Вата, 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 подлый заход наближается. Вата, 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 побач НАТО поширается. Две заявки ў альянс, гэта неяк сумнавата, кровь стискается. А Швеция с Финляндией нехило нам подгадили. Вот же, блин! А в Украине наших бьютики нам не отдают. И Волынь! Ну як же так, что за херня? Заканчивается армия, и Путин жалостно вздохнул, припомнил финскую войну. Вата, 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 побач НАТО поширается. Вата, 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 подлый заход наближается. Две заявки в альянс,